Здравствуйте. Здравствуй. Ой! Пусти! Что же ты делаешь, негодяй? Держите его! Держите! Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к кражам невест? Здравствуйте. Честно говоря, спокойно, нормально, учитывая нынешнее положение, лишь бы уже жили вместе, потому что молодежи сейчас на самом деле очень сложно финансово стоять так, чтобы как бы не влезать в кредит и сыграть свадьбу. Ну, конечно, все-таки наши традиции очень классные, крутые, хотелось бы, так сказать, их дала. Ой, ну вы знаете, я вообще приезжая, и у нас это уголовно наказуемое преступление считается. Похищение человека, поэтому, наверное, не очень хорошо. Крайне отрицательно. Был горький опыт, так что с тех пор я сказал уже никогда, даже себе не украду невесту. Это все по обоюдному согласию должно быть. Ну, естественно, сейчас теперешние кражи, они не такие насильственные, они обычно соглашаются, но все равно я отрицательно отношусь. Довольно скептически, но если невеста не против, то почему бы и нет. Но если невеста сама не в курсе с этого мероприятия, то скорее отрицательно. По обоюдному. Но традиции есть, и все равно некоторые их соблюдают. Но лучше, я считаю, пусть будет по закону, чтобы было так. Так лучше, по-моему. Обычаи воровства невесты существуют у многих народов, и своими корнями эта традиция уходит глубоко в древность. Особенно сильно укоренилась эта традиция на Кавказе и в Осетии в том числе. Откуда пришла эта традиция, является ли она исконно осетинской, мы сегодня поговорим с Русланом Туаевым, заместителем председателя Высшего совета осетин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, Руслан, откуда пришла эта традиция и насколько она близка осетинскому менталитету? Хочу сказать, что не от хорошей жизни вот эта традиция появилась, к сожалению. Потому что изначально это появилось из-за того, что требовали калым. Многие не справлялись выплачивать калым и уезжали на заработки куда-то далеко. Кто в Америку, кто в Сибирь, там на прииски и тому подобное. Потому что запрашивали. В былые времена, если рождался сын, люди говорили: о, пастух родился. Если рождались девочки, радовались многие, что калым получат. Но я к чему это говорю? Случай из жизни расскажу. Женщину я застал сам. Ее уже нету, лет 60 в живых. Была очень красивая, Кошагара Хаматова. Ее засватали за Георгия Кулова, авторитетного. И тот, чтобы калым заработать, уехал в Америку. С Америки он привез очень много чего. Ковры и самовары, и все. Я даже застал, вот это их увидел. А в это время, так как она была очень красивая, и огромная любовь была, ее, это позор для фамилии тоже. Другой украл, уже будучи другой засватанной. украл. И погоню организовали, и в перестрелке погибли 7 человек. Вот какие трагедии случались. Как сюжет для фильма, на самом деле. И книга была написана в связи с этими событиями «Тугвандагл». Это «Дорога крови», вот так переводится. Ну, сегодняшние обычаи воровства, и то, как мы это видим и наблюдаем в интернете, много роликов есть, где воруют этих невест, бедных и несчастных, роняют их, потом везут их вместо дома в травматологию. Вот как относиться к этому? Вот что сказать надо этим семьям? Вообще это считается у осетин, может быть, каким-то неприемлемым, мягко говоря? Позорнейшее явление. Высший совет осетин это осуждает тоже. Не раз и выступали, и по телевидению, и в газету писали и тому подобное. Как вы можете представить себе, чтобы вы собираетесь жениться на девочке, любите, и кто-то за разные части тела ее хватает, а потом более всего роняют еще, как вы сказали. Позорнее ничего нет, это позор для фамилии, позор для нации. И это надо искоренить. Раньше вообще это делалось, допустим, если большая любовь была у кого-то, сильная, не мог никак иными способами там
жениться на ней, и Последняя девочке он мог возможность. нравиться, да, готовы были на смерть. Еще случай из жизни расскажу вам. В горах это было. Парень хороший, достойный, смелый, храбрый, ну, единственный сын в доме, и засватался к красивой девушке. Так раньше вообще они не встречались, они где-то могли встретиться на свадьбах, что-то где-то станцевать могли, все, не могли встречаться в те времена. Но отец девушки, зная, что он не сможет Колым огромный выплатить, и причину нашел того, что ты единственный сын, и не думал о счастье своей дочери, а говорит, вот если его убьют, кто за него мстить будет? Никого у него нету, сирота и тому подобное. Ну, он как бы посчитал оскорблением, была любовь сильная, и со своими друзьями, друзей было много, решили похитить невесту. Пришли в дом, знали, где это глубокой ночью, когда все спали мертвым сном, залезли через окошко, выкрали девочку, ошиблись, выкрали не ее. И та бедная дергалась, знали, что она бедная знала, сестра ее, что ее не могли своровать. И как-то выронили, и она упала с лошади и ударилась головой об камень и скончалась. Ну хорошо, те достойные парни оказались, пришли в крайний дом, постучались, объяснили, что к чему. Тот сказал им, подождите здесь, пошел к отцу этой девочки, рассказал, что случилось, сказал, что сожалеют, вот так получилось. И там братья за кинжалы схватились, там за маузеры и тому подобное. Отец их остановил. Знал, что его вина, и сказал, принесите дочку, чтобы справили поминки. Когда поминки справили, сказал он, вышел, извинился перед народом, говорит, то, что вот моя дочка погибла, это моя вина. Когда мы 40-дневные поминки справим, пусть приходят, засватают, и отдам я за них мою дочку. Ради большой любви человек был способен на все. Вот что до этого рассказал, сколько убийств и тому подобное. Здесь тоже могли их в погоне и убить и тому подобное. Ну, рискнули на это. А сейчас вот, которые вот и снимают это на телефоны и тому подобное, это позорище. Это хуже ничего не может быть. Сейчас же как раз-таки традиция Колыма тоже ушла в прошлое. Ведь Да. Колым уже тоже давно никто не платит за невесту. Чисто А- символически вот какую-то сумму, это вот просто обычай такой есть, когда приходит, ну, нечетную сумму денег, там 3 тысячи, 5 тысяч, 9, 15, вот что-то Ну, кладут, То есть когда как сговор. раз-таки традиция Колыма ушла, а воровство, оно осталось. Ну, у меня еще такой вопрос. Вот вы сказали, что воровство – это, да, не исконная астинская традиция, но так как… И тут же рассказали две истории, связанные с воровством невесты. То есть оно все-таки было в традиции астинского народа. Вот как давно оно появилось? Почему астинский народ все-таки негативно относится к этой традиции, в частности, Высший Совет Астин? Да и в принципе, откуда пришла эта традиция в Осетии? Откуда она пришла, это от безысходности. Если вот, я же сказал, повторюсь, от сильной любви. Вот человек сильно любит, а не может, вариантов у него нету официально пожениться. И тогда вот на такой крайний шаг решались. А то, что сейчас делают, это, еще раз повторю, позорище. Высший Совет Астин очень негативно относится, не раз мы обращались. Примерно еще скажу вам там, вот когда безысходность какая-то, может, кто-то считает, мы тоже обращались к людям. Если нет возможности сыграть шикарную свадьбу, чтобы очень много у нас молодых не женятся. Вы это знаете, до 40 лет и более тому. А потом, вы все умные люди, вы знаете, что в старости уже не такие умные дети рождаются, не такие здоровые. Поэтому вовремя надо жениться, и мы обращаемся, пусть из фамилии позовут 2-3 человек, договорятся, и без свадьбы, пусть барашку зарежут, помолятся и помирятся. Если они заживут счастливо, могут каждый год справлять свадьбу.
Но а вот некоторые смотрят, говорят, вот такая свадьба у них тоже хотят, тому подобное. А время бежит, и не успеют оглянуться, и уже они стариками становятся. А кто захочет свою дочку тоже отдавать за старика? А по вашим наблюдениям сейчас много в республике молодых людей, которые не женятся из-за невозможности сыграть хорошую свадьбу? Только вот по этой причине. По этой причине меньше кто женится. Я знаю людей, у которых есть и все, и несколько квартир, и машина, все есть, но не женится. То ли, я не знаю, мода какая-то пошла, я не пойму, с чем связано, потому что очень часто я разговариваю, могу пристыдить, вот на кого имею право, где если выступаю, там в институте, в технике, тоже им говорю, женись, пожалуйста. Ничего это тебе не потом еще лучше твои дела пойдут, еще ты и устроишься на работу, когда у тебя уже других головных болей не будет. Лучше твои дела пойдут. Но люди почему-то, не знаю, говорят, у меня есть холодильник, все готовое там. У меня стиралка есть, не надо мне руками стирать, ничего, все сам могу постирать. Зачем мне лишние головные боли? Вот женюсь, и не дай бог неудачно женюсь. Тогда как? Опять разводиться, опять, ну нельзя на это сваливать все. То есть боязнь перед разводом, да? Поэтому это раньше, когда люди договаривались там, когда еще дети в утробе у матери находились, договаривались там друзья или кто-то, если у тебя родится сын, а у меня у супруги дочка, да, то мы их поженим. Они людей не знали. Еще другой случай скажу, с моего селения был случай, я в своей книге тоже описывал. Вернулся человек с армии, с войны, ему говорят, вот там есть хорошая девочка, могу селение назвать, фамилии не буду называть, в Майрамадаке, говорит, очень хорошая, красивая, умелица и тому подобное. Те отправили, парень и девушка друг друга никогда не видели. Отправили сватов, обговорили все, договорились, когда уже сговор состоялся, отец невесты говорит, а у него было две дочери, одна красивая, вот как вы, а другая некрасивая. Говорит, некрасивая, кто знает, за кого мы договорились. Говорит, некрасивый увидим за них, а красивая по-любому. И сама Найдет свое счастье. В итоге случилось так. Те узнали, уже несколько детей появилось, и в итоге у них где-то 7 детей родились, прекрасно выросли, хорошо. А вот которая красивая была, отец обманул их, она осталась несчастлива, не вышла больше так замуж. Грустная Так, история. против Бога тоже нельзя идти, нельзя хитрить. Почему вы думаете, сейчас увеличился возраст, когда молодые люди стали вступать в брак? И вообще в каком возрасте было принято играть свадьбу у осетин? Раньше еще примерно такой обычай был. Сколько я знаю, муж был старше своей супруги лет на 10. Девочка выходила замуж 16-17 лет. А сейчас обычно вот с кем работает, уже когда сам человек в состоянии зарабатывать. И поэтому каждый хочет самоутвердиться, чтобы он был самодостаточным стать. Встать Да? на ноги. Но в то же время и девочка же становится такой же. Поэтому, к сожалению, к большому сожалению, очень часто и расходятся люди. Вот пожили счастливо чуть-чуть, потом не хочу никого обидеть, из девочек тоже, да. Вот у меня уже есть ребенок, есть ради кого жить, что я еще должна там прислуживать, ну, мужу еще хорошо, его родне, его близким и тому подобное. Очень часто, к сожалению, тогда происходят разводы. А вот по поводу воровства. Бывают, ну, чаще всего бывает воровство договорное. Ну, вот как и девочка знает, что она уже Да, готова, да. с чемоданом стоит, ждет, когда ее украдут. Но раньше по большей части же бывали случаи, когда против воли. Вот, допустим, девушку украли, она не знала, не хотела, он ей не нужен. Вот ее, если забирать домой, вот, допустим, приехали, забрали, вот насколько велики потом ее были шансы выйти замуж? Потому что, ну, как бы ее Считалось уже ли это украли, это позором? позором было уже.
И, может быть, из-за этого больше оставались, чтобы вот на Не, родителей там если косо не хорошая смотрели? девочка, шансы были всегда повторно тоже выйти. Потому как, если я не считаю это правильным, если она не любит в наше время, раньше, как говорили, стерпится, слюбится, да, а сейчас в наше время, э, если она его не любит, какая там может быть жизнь? Поэтому я знаю случаи, когда похищали, потом сажали их в тюрьмы и тому подобное. Девочка прекрасно выходила замуж, потом рожала детей и была счастлива в браке. Вот как раз хотелось бы поговорить об этой традиции со стороны именно Уголовного кодекса нашей страны. То есть воровство человека — это же Уголовно наказуемое да, преступление. уголовно наказуемое преступление. И вот как с этим обстоят дела в республике? Много ли бывает заявлений? Не очень много, но случаи есть. В основном вы сами знаете, вот действительно чемодан готовый и тому подобное. Но для чего доводить до этого? Вот если понимают парень и девушка друг друга, для чего доводить, чтобы вот сказали, вот своровали? Нет, чтобы, вот как я сказал, пришли старшие, договорились. Нет варианта пока вот так. Можно сослаться на то, что надо выехать человеку на заработки или на учебу, повышать квалификацию надо и тому подобное. Время уходит. Еще чаще всего говорят так, что боимся, что вот понимают друг друга, ну, девочка очень хорошая, боимся, что кто-то против ее воли может украсть ее. Поэтому ну, старшие должны способствовать тому, чтобы молодым давать дорогу, чтобы они были счастливы, чтобы не ставить тут какие-нибудь там препятствия между. Ради счастья молодых стараться надо во всем помогать им, дать дорогу. Мне кажется, что сейчас еще в астинском обществе существует такая своеобразная проблема. Вот вы сказали, лучше пусть старшие придут, засватают девочку. А сейчас у многих молодых людей, у них даже и старших-то в семье нет, потому что выросло то поколение, которое воспитывалось в семьях, где там воспитала мама с бабушкой, например, да, с отцом отца, может быть, знает, но номинально, или вообще не знает, да, и не общается. И как в таких случаях быть? Если не знает отца и тому подобное, у нас и женщины знают обычаи. Позвать там дядю какого-то по материнской линии, по отцовской, хоть кого, или с фамилией. Никто ради счастья молодых не откажется им в том. Я, допустим, в другие, хотя это стыдно, в астинские дворы приглашать с других дворов. Я очень часто и в другие дворы приезжаю, и свататься, и сговор, как чтобы состоялся, и старшим бываю на свадьбах и тому подобное. Ради счастья молодых. Потому как я еще верю в то, что если от чистого сердца человек пожелает, то, наверное, до Всевышнего доходят молитвы, и молодые бывают счастливы. Вот если говорить о свадьбе, традиционно ничего практически не поменялось за много сотен, наверное, лет. То есть точно так же миноварта приходят, точно так же договариваются, там 3 раза, потом вот это, вот это, вот это. Но сейчас часто свадьбы делают, потому что это удобно, это практично в ресторане. Что делать тогда с осетинскими традициями свадебными? В ресторане нет угла, куда поставить невесту, там порог не переступит она. Как Я быть? считаю так тоже. И вообще вот, старшие обговаривают очень часто, если в семье есть мудрые старшие, в первую очередь, когда невеста выходит из дому, оттуда ее там с молитвами все выпроваживают, желают счастья, чтобы принесла в тот дом, где ей предстоит жить всю жизнь. И она должна тогда не в ресторане ее должны привезти, а пока в дом жениха. Там скромно 3 пирога, чтобы осветили, чтобы она вот порог переступила в тот дом, где она будет жить всю жизнь. И не то, что вот сейчас вот кто устраивает, может кто-то на нас обижается. Я не люблю, когда
делают вот Вокруг очага вот это. театральные вот. представления. Да, Шафайрах называется, коснуться тому подобное. да, да. Если этот шафайрах не вам принадлежит, может до этого уже 100 семей вокруг него, которые водили, разводились. Зачем сейчас совершать тут такие глупости? Кто-то себе деньги зарабатывает, а какая-то девочка должна стать несчастной. Поэтому в доме, когда тоже привозят в дом, специально есть угол с правой стороны, в самом углу, ей ставят коврик и тому подобное. Это шаржат, это покровительница женщин, которые там правый угол. Левый ни в коем случае. Левый это когда кому-то вот после Нового года делают, чье имя не произносят, им в левом углу что-то ставят на низком столе, да. А женщину обязательно. Ну, а сейчас все хотят по-европейски. Ставят в центр ресторана, все, кому хочется, заходят, смотрят. А раньше это бывало так, только на второй день, когда уже приданное привозили, там ритуал тоже, хажишек, чтобы фату снять, тоже молодой парень должен был там наговорить много, что зеленоглазную дочку и 7 парней, чтобы родила, тому подобное. Только после этого могли люди видеть ее лицо. Это тоже непросто было, чтобы пока не приведут в дом, пока не помолятся Всевышнему, чтобы она была счастлива, чтобы домовой принял ее тоже, да, чтобы не сглазили ее. Не зря вот закрывали лицо. И после этого уже люди знали, что будет оберегаться домовым этого дома, и тогда могли уже, чтобы люди увидели ее лицо тоже. Как вам кажется, вот празднование свадьбы в ресторанах, оно сказывается на консолидации осетинского общества, потому что когда свадьбу проводили в домах, собирались все соседи, все родственники, как вы сказали, за неделю начинали готовиться, да, там все вместе решать какие-то Объединялись. задачи, да, объединялись. А ресторан это, ну, Умница. как бы все красиво оделись, Спасибо за пришли. вопрос такой. Действительно было так. Вот я сам сельский, я знаю, что если свадьба у кого-то была, готовились всеми соседями. За неделю вперед уже начинали, устанавливали распорядок, кто что будет делать, кто будет дрова колоть, кто будет пиво варить из соседей, кто будет потом ухаживать, кто там жертвоприношение будет закалывать бычка. Ну, все обговаривали. И люди были дружны от этого. А сейчас в ресторане еще тоже, я рестораторов не хочу обидеть. Ну, сейчас люди, не знаю, ленятся, что ли, дома соседям помогать и тому подобное. Очень многие старшие встают, и от этой музыки, ну, ничего не слышно бывает. Вот какие-то тосты кто-то произносит, и никто их не слышит. Раньше вот спокойно могли люди, которые пришли, кто-то со стороны матери, кто-то со стороны отца, там, жениха и тому подобное, и общались. И знакомились, и кто-то с кем-то, да, и дружба развивалась. А сейчас, вот, где эта музыка, только люди поесть, выпить. Больше, что они могут услышать. Еще, коль скоро мы заговорили об этом, ресторанной свадьбе, раньше обычай приглашать на танцы и тому подобное было совсем другим. Раньше, вот, допустим, я старик, я мечтаю, чтобы вот соседская девочка выходит замуж или парень женится, я хочу потанцевать на его свадьбе. А теперь и раньше был распорядитель танцев. Говорили, вот показывал тот парень, вы танцуете вот с той девушкой. Иногда вот парень даже подговаривал, Чегре назывался распорядитель. Если кто-то нравилась девочка, чтобы я с ней потанцевал. Чтобы Сделайте поставил так, пару. да. Сводник А теперь такой мне танцевальный. нравится наша молодежь. Сейчас они очень и умные, и танцуют хорошо, все и спортом занимаются. Но на свадьбе выскакивают. Бедный старик вышел потанцевать, а ему места нет там уже. Там 20 пар уже танцуют, а бедный старик куда денется? Поэтому вот
как бы это тоже постараться бы узаконить, чтобы был, Возродить эту да, традицию. как раньше было. Очень красивая так. традиция. Да, Да. да. А вот остинская свадьба. Как-то получается так, что со временем наши праздники как будто бы чуть-чуть сокращаются. Я имею в виду, что по обычаю остинская свадьба 2 дня. Сейчас все умудряются провести в один день быстренько. Раньше вообще даже не 2 дня, еще больше длилась свадьба. Но это тоже ресторан за 2 дня человек не арендует. Сейчас Но вот я знаю случаи, когда и дома за один день это делают. тоже бывает, но реже. Я к чему говорю? Вот иду, допустим, сватать куда-то, что-то, а мне уже говорят, что свадьба будет там через 5 месяцев такого числа в таком-то ресторане. Ну, что это еще за сватовство? Раньше вот что было, да, еще Ну, такое формальное Да. получается. смешной Дань случай расскажу. традиции. Насчет, Да. вы до этого сказали, 3 раза приходить, это правильно, куда больше. Но сейчас иногда бывает, вот если парень, допустим, служит в армии, или в аспирантуре учится, или на войне, не дай бог, воюет, и пришел, с отпуск дали, ему срочно надо жениться, то как-то ускоряют быстро-быстро. Не только в субботу вечером, можно во вторник вечером пойти тоже свататься. Но был случай, это в Карджине было, и разов 7, и встречает хозяин дома, их хорошо угощает, все, ни да, ни нет не говорит. Но они когда-то кого-то попросили, раньше через посредников общались, попросили, пусть нам скажут или да, или нет, чтобы мы знали, как нам дальше быть. И он говорит, у меня соседи, говорит, завистливые. Пусть, говорит, у них глаза вылезут на лоб от зависти, что каждую субботу ко мне свататься приходит. Вот такая у меня дочка. Ну, потом уже сознался и вынужден был уже отдавать. Да. Вот такие тоже бывали случаи. Какой предприимчивый. Да. Давайте обсудим очень такую щекотливую тему. На свадьбу принято дарить подарки, зачастую это Осетин в основном деньги. записывают. Да, в основном это заветная Да. тетрадка. Сколько сейчас принято дарить и сколько не стыдно подарить, потому что, ну, у всех разные доходы. Да? И в принципе, давно ли появилась эта тетрадка у Я осетин я на считаю свадьбах? так. Вот спасибо за вопросы. Вот, мне приятно, что вы такие вот мудрые вопросы задаете. Это за которые вот человек сердце болит у многих. Раньше стабильно что-то как-то записывались. Сейчас вот если человек бедный, то скромно там кто-то запишет 1000 рублей, кто-то сколько-то, могут меньше. А если богатый, то хоть в долг возьми, но побольше. Но я знаю, в Осетии есть такие случаи, очень известные люди, не буду произносить фамилии, которые благодарили, которые разделили радость событий в его доме и отказались записывать хоть 1 копейку. Благодарили людей, но никаких списков не бывало. Еще хуже случай расскажу, тоже стыдно мне об этом бывает говорить. Какой-то состоятельный человек женился и тому подобное, свадьбу сыграли, потом его мать жаловалась кому-то на какую-то бедную старушку, говорит, испортила, говорит, мне список, лучше бы она не приходила. Меньше 5000, говорит, никто не записывал. Она, говорит, записала 500 рублей. Говорит, вот наш список испортила. Ну, как можно на это вот обращаться? Акцентировать Ну, на да. это внимание. Лучше промолчи. Ну, я не пойму, как это. Ну, Тем более для этой старушки бесит эти это. 500 рублей, может быть, значит больше, чем для кого-то Еще мы 5000. только о свадьбах говорим. Хочу еще другое тоже сказать. Вот Высший совет Остин когда-то и обращались, и в средствах массовой информации тоже к людям обращались. Вот некоторые бывают, вот умер кто-то, ну, в городских условиях человек, ну, на одну пенсию живет, а очень много народу, знакомых, и каждый, ну, через день куда-то надо на похороны идти. И люди говорят, вот нет у меня средств, уже закончилась моя пенсия,
и что записать. Поэтому обращались к людям. И на митинге когда-то уже выступали, и многие были благодарны за этого. Вот если у тебя душа болит за человека, твой близкий умер, вот как можешь, пришел, вот постоял, и ты считай своим долгом, что ты отдал покойному последний, вот что надо было, долг свой. А не потому, что сколько-то ты записал. И вот такие случаи тоже знаю. Очень многие тоже отказываются, состоятельные люди, благодарят людей, что разделили горечь утраты, но отказались, чтобы Составлять эти составляли списки, да. списки. Да. Вот хорошо, вот вопрос задали тоже потом наболевшие. Вот, Ну, раньше, в вопросы. принципе, не было таких списков осетин. Когда они Откуда появились? вот это вот взялась? Эта Раньше- традиция. Ну, это, наверное, лет, ну, по мне, 80, вот так примерно. Раньше приносили, вот не дай бог, Продукты, что-то, да? да, продуктами, яйца, там кто-то сыр Мгм, принес, пироги. кто-то что-то, пироги и тому подобное. Вот с Подарки дарили. ну, мелкие подарочки. А потом вот жизнь, чем богаче становится, и обычаи портятся чуть-чуть, к сожалению. Но, к сожалению, это так. Вот вы сейчас что наблюдаете? Какие процессы вы наблюдаете в обществе, вот, связанные с нашей молодежью? Не все же так плохо. Мне кажется, в последнее время, наоборот, появилась мода на национальную одежду. Ее стали интегрировать, да, в нашу повседневную одежду. Появились там рубашки с национальным колоритом. Появилась спортивная одежда с Стало, национальным простите, стилем. модно разговаривать на родном Стало, языке. да, более модным разговаривать на астинском языке, знать родной язык. Особенно Появились- если наши Я был бы соотечественники счастлив, выезжают за если- пределы, обязательно где-нибудь здесь или на кепочке вышит бывает флаг. Флаг. Я Астинский был или бы счастлив, знак если бы мы Осетии. сейчас тоже по-астински разговаривали. Но программа сделана для того, чтобы побольше людей услышали нас, чтобы понимали. Действительно, молодежь у нас прекрасная. Вот душа радуется, спортом занимаются, танцуют, поют, что только не делают. И одежда национальная, даже вот в школах посмотришь, и в астинских рубашках. Я сам сегодня как-то не догадался тоже одеть астинскую рубашку. Обычно на свадьбу куда-нибудь хожу в астинской рубашке. Но одно плохое. На поминки приходят, когда без головного убора, с короткими рукавами, девочки в коротких юбочках, накрашенными губами. Ну, чести никому не делают. Вот, допустим, в соседней Кабарде, вот если куда-то человек и кому-то пришел на похороны, выходят навстречу, говорят, кто без головного убора, пожалуйста, не подходите. У нас не принято, не запускают. Мы это же знаем тоже. Почему мы не соблюдаем? Ну, мелочь. Не каждый же делает человек. Я, допустим, в машине, у меня фуражка всегда есть. Если где-то услышал, что нужно, где-то я нахожусь, вернулся, одел кепку и вот так зашел. Ну, неужели это трудно? Это оберегает от несчастья и тому подобное. Ну, там все свои есть, для чего это нужно. Допустим, как под святое место, там надо снимать обязательно шапку. Мелочи, которые мы можем соблюдать, но, к сожалению, многие не Ну, за последние годы так получается, что молодежь, вот подрастающее поколение, уже имеют небольшое представление о традициях, о том, что было, что правильно, что неправильно, с чем это связано и как это исправить. Не хочу себя похвалить, но что до меня работали тоже в Высшем Совете Астин, мы очень тесно общаемся со старшими, есть фамильные советы, есть вот дворовые нахаши, и тому обращаемся, да, к старшим, к родителям в школах, институтах. У нас женский комитет есть, который по сохранению астинского языка. Они работают в училище, везде ходят и обращаются. Это если парень из дома вышел, и он, если правильный, это же для родителей тоже какое счастье. Они не будут болеть, если дети их будут здоровыми. А если замечания будут постоянно, где там твой сын то натворил, то натворил, то натворил, то от этого и болезни, от нервов все исходит. Видимо, доходят, ну, я же говорю, молодежь у нас умные,
продвинутые, и доходит до них. Поэтому и чаще вот стараемся, и вот спасибо, и бывший глава республики несколько астинских школ открыли, классы и тому подобное. Работа идет, поэтому, чтобы не сглазить. А может быть, раньше очень популярны были, не то что популярны, а может быть даже регулярно было принято собирать фамильные кофты. То есть там каждая фамилия там в какой-то день Почему объявляла. раньше? Ну, Сейчас сейчас тоже. уже я не так часто об этом слышу. Раньше это было часто. Сейчас как-то уже вот некоторые фамилии остались, которые до сих пор собирают, или там раз в 10 лет там какая-то другая. А раньше это было ежегодное мероприятие. И на этих мероприятиях, я думаю, что молодежь и набиралась. Ежегодно собирать фамилию очень трудно, особенно если фамилия большая. Вот я приведу пример со своей фамилией. У нас фамилия большая тоже. Когда в Гизеле, там, в частном доме, справляли фамильный кофт, я своего родного брата до обеда не нашел там. В те времена телефонов еще не было, я до обеда его не нашел. Ну, там, наверное, 1010 человек было, наверное, вот Ничего столько. себе. Но я к чему говорю, вот раньше еще и как бы не оформлялись, сейчас и протокольно оформляют, сейчас фамильные советы, двери Высшего совета открыты для всех. У многих фамилий определены дни, недели, время, и там есть актовый зал, где они собираются, обсуждают насущные проблемы. Вот где-то 100 с чем-то фамилий, у кого есть уже фамильные нехаши. Чтобы, допустим, вот одни из тех вот Багаевы, которые собираются, и даже мы участвуем в них, когда у них кто-то отличается из фамилии младшей, кто-то достижения спортивных или в учебе и тому подобное. Там они призы вручают и тому подобное. И Высший совет Астин тоже благодарности какие-то, что-то выносим, благодарим и фамилию, и их старших и тому подобное. Хочу еще добавить, что наши доблестные земляки участвуют в специальной военной операции, и чтобы в скором времени операция закончилась, и они вернулись здоровыми к своим родителям, к своим очагам. Даст Бог. Дай бог. Спасибо вам большое, Да не за что. что вы пришли Да. к нам Не за что. и рассказали. Интересно рассказали Да. о всех традициях. Ждем вас Осетинской снова в свадьбы гости. и не Хорошо. только.